Как мы все знаем, инициатива наказуема, а в Таджикистане это очень хорошо просматривается. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, кто заплатил за свое личное мнение и за защиту прав граждан. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Суд города Душанбе приговорил 2 членов комиссии 44, созданной представителями гражданского общества ГБАО для расследования ноябрьских событий в Бадахшане, к 18 годам лишения свободы. Речь идет о Худжамри Пирназарове и Шафталу Бегдавлатове. Приговор был оглашен 29 июня за закрытыми дверями. Ни суд, ни прокуратура не дали комментариев по данному делу. Представитель гражданского общества ГБАО сообщил 30 июня из Хорога, что их обвинили в организации несанкционированного митинга. В начале этой недели гособвинитель потребовал для обоих наказания в виде 20 лет лишения свободы, добавил собеседник. Комиссия 44 была создана в Хороге после ноябрьских событий прошлого года из числа активистов гражданского общества. 6 представителей комиссии 44 входили в состав группы следователей Генеральной прокуратуры и военной прокуратуры Таджикистана, расследовавших ноябрьские события в Хороге. Как вы относитесь к тому, что активисты, которые защищали свои права и не несли никакой угрозы, сейчас отправляются за решетку? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Ситуация в Хороге обострилась 25 ноября прошлого года, когда во время проведения операции силовиков был убит Гулбидин Зиёбеков, житель Рош-Калинского района. Жители собрались у здания областной администрации и протестовали в Хороге 4 дня. Тогда были убиты еще 2 человека, 17 получили ранения. Протестующие разошлись лишь после того, как власти пообещали расследовать смерть жителя Рошткалы и не преследовать участников акции протеста. نویه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان از سال‌های 25 تا 28 نوامبر سال 2021 با حس مسئولیت بلند شهروندی با طلبات مردم جمع آمده در میدان اسماعیل سامونی و نمایندگان رسمی حکومت جمهوری تاجیکستان. Около 10 членов группы были задержаны в Хороге в конце мая после операции силовиков в Хороге и доставлены в Душанбе. Источники тогда сообщили, что их подозревают в получении денег из-за рубежа от представителей оппозиции, живущих в Европе. Неизвестно, есть ли обвинения в деле Худжамри Пирназарова и Шафталу Бегдавлатова. Подробности дел гражданских активистов получить сложно, поскольку власти не допускают на судебные процессы родственников и независимых журналистов. По официальным данным, в результате операции силовиков, проведенной в ГБАО в мае, было убито 16 человек и задержано 220 человек. По неофициальным данным, число погибших составляет около 40 человек. Как вы относитесь к тому, что в очередной раз власти не сдержали свои обещания? Они обещали не преследовать участников митингов в ноябре прошлого года. И, как мы видим сами, сейчас они отправляются за решетку. Как вам такое? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!